штабе общественной поддержки прошла встреча молодежи республики с известным российским скрипачом Петром Лунстримом. Отмечу, что прославленный музыкант-виртуоз посетил Калмыкию в рамках концерта Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева. В ходе живого общения с молодежью лауреат многочисленных международных конкурсов рассказал студентам о своем творческом пути, о том, как музыка помогает ему в жизни, и ответил на другие вопросы ребят. Активистов движения заинтересовала и еще одна немаловажная часть жизни Лунстрима – его общественная деятельность. В начале прошлого года по приглашению Владимира Владимировича я стал членом Общественной палаты Российской Федерации по президентскому списку. Да. Несмотря на то, что это огромная ответственность, но я думаю, что я действительно, как я сегодня говорил на встрече, да, глубоко осознанно к этому подхожу. В непринужденной обстановке молодежь пообщалась и с другими спикерами, руководителем государственного хора Калмыкии Венецебекова Ольгой Сердюковой, руководителем штаба добровольцев «Мы вместе» Татьяной Шахныковой и директором РИА Калмыкия Хонгаром Мариловым. Они также рассказали о своем жизненном пути, деятельности и развитии культуры в Калмыкии. К слову, Степная Республика оставила у Петра Лунстрима самые яркие впечатления. У меня просто очень радостные сегодня впечатления. Действительно, мы пообщались с молодой гвардией, с студентами колледжа искусств. Мне очень нравятся глаза, живые глаза, заинтересованные. И я всегда выступаю за прямой открытый диалог. Мне это очень нравится. Что касается Калмыкии, то огромное удовольствие. Я прогулялся, конечно, и по Элисте. Я знаю, что это единственный регион в Европе полностью буддистский. Конечно, это нашло свое отражение и в эстетике, например, на улице. Мне это очень нравится. Вот. Вообще наша, конечно, страна велика и велика своей вот этой вот своим разнообразием. Вот. И мне очень нравится в Элисте.